теме дорожной безопасности сегодня на автодроме автошколы номер 1 по Вилюйскому тракту прошли соревнования «Скутер-стрит-2014». С подробностями Виталий Абрамов. Одним из самых главных условий участия в городском конкурсе было не только наличие мини-мокика и защитного шлема, но и достижение конкурсантам 16-летнего возраста. Соревнование проходило в 3 этапа, 2 из которых были теоретические. Но самой зрелищной частью стало фигурное вождение скутером, где каждый участник должен был пройти различные препятствия. Юра прошел испытание первым. Не проехал одну, обидно было. А так, в принципе, все хорошо. Всего участников 12. Со слов организаторов, с каждым годом конкурс будет развиваться и охватывать большее число подростков. В этом году ожидаем, что у нас участники более подготовленные пришли по знанию правил дорожного движения, по оказанию первой медпомощи. Основная цель, которая преследуется, это повышение эффективности работы по предупреждению дорожно-транспортных происшествий с участием юных водителей скутеров. Наша молодежь, в силу, наверное, возраста и общего отношения, стараются идти наперекор всему, да, в том числе предпочитают ездить без шлемов, там, в банданах каких-то. Нынче и призы стали посерьезнее. За 3-е место смартфон, за 2-е сертификат на обучение категории «Б» и, наконец, за 1-е сертификат на право обучения категориям «Б» и «С». Как раз из-за них и приехал бороться Максим. Я приехал сюда, чтобы выиграть главный приз за 1-е место. Свою часть призов предоставил и ФСКН, но основная цель службы – это профилактика наркомании среди подростков. Чтобы дети знали, что есть альтернатива, да, не пустому времяпрепровождению, а есть именно вот полезное, любимое занятие, хобби. Также организаторы информируют родителей: доверяя своему ребенку скутер, вы берете на себя дополнительную ответственность за жизнь и здоровье своего ребенка и других людей. За нарушение ПДД несовершеннолетними ответственность несут их родители в соответствии с КоАП РФ. Виталий Абрамов, Дмитрий Сергучев. Новости столицы.